Если ты хочешь этого, пробуй. Одной из больших наших важных таких ценностей является уважение к людям. Какая эмоция труд? Какую эмоцию вызывает у вас труд? Для меня слово «труд» — это мои родители. Я считаю, что это есть у нас в крови, вот такая ответственность и желание сделать правильно, грамотно и хорошо. Мы в проекте «Меркес Плюс» обсуждали очень много разных серьезных тем, но еще никогда не говорили про бизнес в контексте развлечений. Поэтому это будет эксперимент и для вас, и для меня. Поехали! Селям алейкум. Селям алейкум, хош келдіңіз. Чох сауңыз, Лира ханым. Мы к вам в гости и хотим поговорить на очень интересную и важную для нас, как мне кажется, тему женщины в бизнесе, в крымско-татарском бизнесе и о традициях в нашем крымско-татарском бизнесе. Готовы? Да, отлично, с удовольствием. Супер. Я, честно скажу, впервые у вас в гостях и впервые на территории Поля чудес. Почему Поле чудес? Ой, вы знаете, такая большая история, я вкратце расскажу. Мне когда-то приснился сон, что я должна быть организатором детских праздников. Супер. Да. И этот сон был такой, что я стою на сцене в Симферополе, на большой сцене. Тогда для меня это было очень важно, я так об этом мечтала еще в студенческие годы. И в тот момент мне какой-то голос свыше во сне сказал, что ты теперь творишь чудеса. Я думаю, ну раз я творю чудеса, тогда это будет поле чудес. Очень символично, очень символично. Я так понимаю, все чудеса осуществляются вот там дальше. Да, пойдемте, я покажу вам. Давайте. Пойдемте. Что там у вас интересного? Почему эта комната? Ага. Здесь детки празднуют свой день рождения. У нас это зал для детей, там зал для взрослых. Вот. Ну, сейчас здесь тихо и спокойно. Вообще здесь всегда очень активно, весело и шумно, когда находятся дети. Это очень яркая комната. Здесь, ну, правда, попадаешь сразу в какой-то детский праздник. Что для вас детский праздник? Ой, детский праздник – это моя жизнь. Я, скажем так, когда училась в университете и выбрала для себя профессию организатор праздников, я тогда еще на тот момент не понимала, организатором чего бы мне хотелось быть. Вообще, в целом, слово «организатор» мне всегда откликалось, и это мое. Я всегда все организовывала. Но в какой-то момент я поняла, что детские праздники для меня это вот какой-то такой чистый, классный и лучший вид деятельности, который бы мне принесло удовольствие. Поэтому детский праздник. Потому что это много энергии, задора. Это, знаете, я пробовала разные мероприятия. Да? Я была и ведущей различных торжеств, какие-то городские мероприятия. И для меня это всегда про такую суету, про очень сильную ответственность в плане, когда есть какие-то серьезные задачи. С детьми это немножечко по-другому. Здесь важна искренность, здесь важна яркость и такой креатив. Ну, мне это больше нравится. Слушайте, ну, в первую очередь это бизнес, да? Мы уберем эмоции, которые мы получаем фидбэком, да, вот этого проекта вашего, если позволите так его называть, да? Вообще это про бизнес, это про деньги, это про прибыль. Чем для вас являются деньги? Деньги – это возможности, и благодаря деньгам мы можем делать нашу жизнь лучше и делать жизнь тех людей, которые работают с нами, лучше. И я достаточно часто себе задаю вопрос, вот делала ли бы я свою работу, если бы мне не оплачивали? Да? Я понимаю, что в нашей сфере сделать праздники для детей это очень здорово, очень классно, но я понимаю, что без финансовой поддержки нам будет сложно, потому что, чтобы создавать классные яркие образы, нужны классные костюмы, это сейчас достаточно дорогостоящая услуга. Чтобы создавать классные праздники, нужны декорации, нужен реквизит, ну и, конечно же, чтобы люди были довольны тем, что они работают так самоотверженно, да, им нужна хорошая достойная оплата. Поэтому в моем случае деньги являются таким важным фактором для того, чтобы создать качественный продукт. Ну и в целом, наверное, благодаря деньгам мы можем этот продукт ежегодно делать лучше и лучше. Есть у меня такая дурная привычка. Я люблю наблюдать за нашим обществом, и поэтому, когда я задаю вопросы своим собеседникам, всегда спрашиваю про главные характеристики крымско-татарского народа. И практически в 90% ответов каждый из моих собеседников указывает на трудолюбие.
Вообще, что для нас, для крымских татар, труд? Как вы наблюдаете этот процесс? Для чего нам? Как мы относимся к труду? И что мы вкладываем в это понятие? Ну, на мой взгляд, труд — это, конечно, вообще большая и важная ценность. И когда вы задали именно эту тему, у меня всплывают воспоминания моих родителей, когда мы только приехали в Крым. Это были 90-е, и я, если честно, вообще их не видела днем, мне кажется, знаете, вот сидящими или отдыхающими, да. И для меня слово «труд» — это мои родители. И когда каждый день, изо дня в день я понимала, что они всегда в работе для нас, для их 4 детей, и я, наверное, уже став сама взрослой, став родителем, понимаю, что это очень важно, когда родители трудятся и когда они показывают своим примером, что благодаря труду человек растет и внутренне, и внешне, да, и помогает всем своим окружающим, а в данном случае в семье, своим детям добиваться целей. Потому что благодаря их труду мы сейчас самодостаточные взрослые люди, каждый со своей профессией, каждый в своей деятельности. И, наверное, практически каждая крымско-татарская семья это пережила, да, когда в определенный период просто был такой ежедневный постоянный труд. И у меня даже всплыли воспоминания, что я иногда ждала вечера, чтобы вся семья собралась. Тогда еще на тот момент выключали свет. Мы сидели все под лампой керосиновой. И вот это, знаете, вот этот час, когда мы вместе, и когда можно было просто сидеть. Потому что днем, даже находясь там, да, где-то мы сами без родителей, мы всегда должны были что-то делать. Это была уже такая привычка, традиция в семье. Да, вот труд — это в моей голове вот такие воспоминания. А если мы его эмоционально окрасим, то какая эмоция труд, какую эмоцию вызывает у вас труд? Ну, в целом, тогда, наверное, для меня это была какая-то эмоция немного грусти, потому что это было детство, и мне хотелось больше внимания, мне хотелось больше каких-то активностей, игр. Но сейчас, вот честно говоря, я вообще не представляю себя там, долго отдыхающей или ничего не делающей. Вообще в моей системе координат труд — это радость для меня сейчас. И, если честно, я ловлю себя на мысли, что я жду ночью, когда настанет утро, потому что я начну что-то делать. И у меня так было всегда, особенно в университетские годы. Для меня вот хотелось, чтобы ночь была короче, потому что днем ты начинаешь что-то делать, и вот это радость. Труд — это радость для меня. Кстати, кто вы по образованию? Первое мое образование — я режиссер эстрады и массовых мероприятий, артист. А второе образование — психолог, детская психология. Ну, это естественно, раз уж вы заняты в таком бизнесе. Тогда ваше отношение к успеху, Эльвира Ханум, что для вас является успехом? И, как бы вы его охарактеризовали, да? Успех по-крымско-татарски или просто успех? Может быть, он ничем не отличается от другого понимания. И как вы относитесь к своим победам? Что они для вас значат? Ну, я скажу немного про успех, как вы сказали, по-крымско-татарски, да? Я считаю, что одной из больших наших важных таких ценностей является уважение к людям, уважение к старшим и в целом такое, знаете, благородство. И мне кажется, что мне и моим близким друзьям, которые тоже являются людьми бизнеса или у них есть какие-то свои дела и задачи по жизни, нам это очень помогает, потому что я считаю, что когда ты предоставляешь услугу людям и когда ты делаешь какое-то свое дело, очень здорово, когда ты на это смотришь через призму такой, знаете, ответственности, где-то такой честности и желания сделать хорошо человеку. Но нас к этому приучали с детства. Я помню, мне всегда говорила моя бабушка, что запомни, если ты что-то делаешь, делай это хорошо, либо не делай это. И эти слова я проношу через всю свою жизнь. И я сейчас, когда у меня есть коллектив, я начинаю любое собрание с этой фразы. Я говорю, давайте мы с вами договоримся. Либо мы делаем наши праздники хорошо, качественно, достойно, либо давайте выберем другую сферу, если мы не можем предоставить эту услугу достойно, и мы сделаем что-то другое, начнем печь торты, я не знаю, строить дороги. Для меня очень важно, и я считаю, что это есть у нас в крови, вот такая ответственность и желание сделать правильно, грамотно и хорошо. Если говорить в целом об успехе, да,
то, наверное, успех — это процентное соотношение различных факторов. Это, конечно же, и семья, которая дает тебе такой старт. Да? В меня поверили мама с папой. Представьте, 20 лет назад я им сказала, я буду организатором праздников. Не врачом, как моя мама, как там все мои сестры, не учителем, когда там по папиной стороне все. А я просто говорю, мам, пап, я хочу стать организатором детских праздников, режиссером. И, наверное, кто-то бы сказал, в смысле, как? Да, в семье врачей и учителей. Я вам скажу, что папа мне сказал, если ты хочешь этого, пробуй. Да, несмотря ни на какие моменты, и они не побоялись осуждения, хотя осуждения были, и я знаю, у нас большая семья, и у меня там 2 двоюродные сестры, прекрасные врачи, у меня там другие есть сестренки, там бухгалтера и так далее, и я одна вот такая, да, вот организатор праздников, но они позволили мне сделать этот шаг, и я им очень благодарна за то, что они дали мне возможность реализовать себя в том направлении, в каком мне на тот момент казалось и нужно реализовать себя. И я на 100% сейчас им благодарна, и благодарна себе, что я не отступила и это сделала. И вот если говорить об успехе, наверное, первое — это когда тебя поддерживает семья. Лично для меня это очень важно. И касаемо, конечно же, уже дальнейшей семьи, это супруг, это дети, которые так или иначе, да, тебя поддерживают, тебе помогают, родные, близкие, друзья. Для меня очень важно, чтобы мое близкое окружение меня поддержало. Вот это какой-то такой дает мне силы. Следующее — это, конечно, твои цели. То есть я считаю, что чтобы достичь успеха, так или иначе нужно быть человеком усердным и точным. Потому что когда много людей параллельно со мной начинали похожий бизнес, да, похожий с моим. И не все смогли дойти до каких-то определенных своих, скажем так, итогов и результатов. Они сошли с пути и выбрали другой путь. Почему это происходит? Потому что мне кажется, что иногда люди не совсем понимают всю глубину и всю важность работы, которую придется проделывать в том или ином направлении. А когда у тебя есть четкая цель, у меня был блокнот, как бы это банально ни казалось, да, и действительно он до сих пор есть, в котором я писала важные цели свои на определенное время. И через определенное время я открывала ту страницу, которая мне была важна, и скажу откровенно, 80% из 100 у меня сбылось. Даже белый автомобиль когда-то, когда мне было 17 лет, когда я приехала в Симферополь, или 18, мне захотелось, чтобы у меня был белый автомобиль. И я себе это записала где-то в блокнот. Причем я записала очень мелко, потому что я сама тогда, знаете, когда вот не веришь, я записала очень мелко и сзади. То есть я понимаю сейчас, что это был какой-то такой ход. И я посмотрев фильм «Секрет», тогда очень был популярен, я это сделала, и через 6 лет я забыла про вот эти все записи, и у меня появился белый Матисс, и для меня это был, причем абсолютно случайно белый. И вот с тех пор как-то я поняла, что помимо целеполагания, помимо труда, есть еще и какая-то другая сторона медали. Это вера в свой успех, это какая-то внутренняя какая-то энергия, которая позволяет тебе становиться лучше и лучше. Не без труда, конечно же, да, естественно. Вот это ваше восприятие или понимание успеха, да, с одной стороны, поддержка близких, с другой стороны, рациональность, да, и вот это целеполагание, насколько оно синхронизируется с тем пониманием успеха, которое вас окружает? То есть чувствуете ли вы, что вы вот где-то в том же треке, да, в том же, скажем так, мейнстриме в этом контексте или нет? Если говорить об успешности других людей, да, я иногда, если я правильно поняла ваш вопрос, я иногда себя как бы отделяю немножечко от бизнесменов, потому что я лично себя бизнесменом не считаю, бизнесвумен. Почему? Понятно, что я в любом случае, у меня есть свой бизнес, да, но я настолько... у меня детская сфера. И я настолько растворяюсь в своем творчестве, что для меня иногда, например, вот у меня есть выбор пойти на какую-то важную встречу с бухгалтером или написать сценарий. Я принципиально оттягиваю эту встречу с бухгалтером, я пишу сценарий, я делаю репетиции, я создаю какие-то интересные новые варианты костюмов, я продумываю реквизит и максимально оттягиваю какие-то документальные моменты или моменты, связанные с финансами. Я поймала себя на этой мысли, что я все-таки глубоко творческий человек, и даже когда нужно принимать какие-то серьезные решения
как бизнесмену, да, как бизнесвумен, мне это дается не всегда легко. Вы задавали себе вопрос, почему? Ну, да. Это связано как-то с нашим отношением к деньгам? Вот, здесь, наверное, я с вами поделюсь, да, какой для себя я открыла такой внутренний такой секрет свой, да, момент. Мне всегда мама говорила, что богатым не нужно быть. Вот старайтесь. Вот я тоже ей задавала вопрос, почему. И как-то в нашем понимании, да, и мне кажется, что даже есть такое у некоторых из наших вот родителей, да, такое мнение, что богатые люди, они не всегда честные, да, ну или как-то вот, да, но опять же, это я вот говорю, какое-то такое мнение. Стереотип, да, стереотип, да. Или даже, не будем про честность, даже вот про зазнаваться, да, вот мама всегда переживала, ну и даже сейчас переживает, что чем мы становимся успешнее и богаче, тем мы как-то более заносчивее, более, скажем так, выбираем, с кем общаться, меняется манера поведения, общения. И, видимо, где-то в глубине души у меня вот этот вот такая галочка, да, есть, что богатый, значит, как-то вот что-то вот, возможно, со мной будет не так. Ну, богатый в данном случае, да, человек, который зарабатывает, ну, потому что богатый для каждого это свое, да. Я имею в виду человек, который зарабатывает. И вот наверняка на вот этом таком каком-то вот моменте у меня с детства есть немножечко не то чтобы нежелание принимать себя как там бизнесвумен, да, а ощущение того, что я вот творческий человек, и вот мне... Отделять себя, да, от денег. Да. Вот как-то. Все-таки в крымско-татарском обществе деньги это не ресурс, это не то, что связано с какими-то положительными моментами, это... Нет, в целом я хочу сказать, что это связано с положительными моментами. Просто, например, я расскажу вот на опыте нашем. Да? У нас бывают мероприятия абсолютно разные, с разными детками. И мы заметили тенденцию, что когда детки, допустим, очень успешных родителей и родителей, которые многое могут им позволить, да, там, поездки в разные страны, подарки ежедневно, позволять деткам достаточно больше, чем, например, там, посещение каких-то интересных, там, я не знаю, кружков, каких-то поездок и так далее. Когда ребенку очень много позволено, соответственно, если ему много позволено, значит, родители могут обеспечить, да, вот все эти блага. И мы обратили внимание, что эти детки, скажем так, не всегда относятся к нам, как к работникам детской сферы, уважительно, да. Но, опять же, я не хочу говорить, что все такие. Нет, ни в коем случае. Мне кажется, что это, наверное, еще зависит от семьи, зависит от какого-то воспитания, да. Но есть такая тенденция, что чем больше родители могут себе позволить, тем... Заносчивее дети? Да, есть такое. Да. Ну, еще раз подчеркну, что не всегда. Мы недавно просто разговаривали с Айдербеем, и у него так между строк, знаете, проскочила мысль о том, что деньги, ну и вот в этих всех гендерных ролях, мы еще поговорим об этом тоже, да, во всех этих гендерных ролях, и деньги в том числе являются способом контроля ситуации, то есть, ну, какого-то, знаете, не то чтобы доминирования, но кем-то над кем-то, да, но нет, вот контроля с точки зрения управления процессом. Нет, я об этом не задумывалась. Все-таки деньги для меня больше это такой важный момент, благодаря которому в целом мы можем создавать. Вот так, наверное. Вот это для меня вот деньги для того, чтобы мы могли создавать, развиваться и создавать условия для тех людей, которые могут вместе со мной создавать. Вот как-то так. Мы очень много и часто в наших выпусках говорим про то, как мы менялись, да, в процессе там своего возвращения, в процессе становления и так далее. И вот, кстати, опять же, возвращаясь к предыдущему выпуску с Айдербеем, мы говорили о том, что вот обстоятельства внешние во многом определили ту сферу, в которой мы стали заниматься, да. Там, я не знаю, от какой-то торговли, условно говоря, мы выросли до ательеров, рестораторов и так далее. Да? Означает ли это, что мы стали народом-предпринимателем, и теперь это наш осознанный выбор, да, вот идти по пути частного предпринимательства, или же это опять обстоятельства, нам просто комфортно в этой сфере? Ну, в любом случае, мне кажется, что каждый человек выбирает то, что комфортно ему, то, что ему близко. И для меня это вообще очень здорово, что так много крымских татар сейчас
сейчас являются владельцами бизнесов, что они бизнесмены, бизнес-вумен, да, и, на мой взгляд, это прям такая положительная тенденция, что мы можем создавать для людей что-то важное. Ведь в любой сфере, будь то продажи, будь то сфера обслуживания услуг, предоставления услуг, мы создаем для людей. А если мы это еще и качественно и классно можем создавать и помогать людям, то это вообще дорого стоит. У нас есть традиционный какой-то набор наших сфер, где мы применяем свои, скажем так, знания, возможности, или крымские татары вышли, скажем так, за пределы Я этого? думаю, вышли. Вышли за пределы. А вообще сфера креативных услуг, вообще креативная сфера, да, как и бьюти-индустрия недавно, не то чтобы недавно, но она уже стоит твердо на своих ногах, собственно, как и креативщики наши, да, и вы принадлежите к числу, скажем так, представителей этого бизнеса. Это новая история абсолютно. Почему вообще отношение к этому бизнесу, каково в нашем обществе? То есть есть ли вот эта вот нотка, знаете, такой несерьезности и так далее? Я вам скажу так, когда я только начинала, и я это очень четко на себе прочувствовала, что есть какое-то, такое отношение, вот опять же, да, например, кто-то врач, кто-то учитель, кто-то бухгалтер, у кого-то есть какая-то профессия. Статус. Да, статусная. А вот вы организовываете деткам праздники. И я на этапе еще становления, вот на сегодняшний день нам уже 16 лет, да, нашему бизнесу, да, на этапе становления я себе поставила задачу. Я очень хочу, чтобы к нам, к организаторам мероприятий детских, в моем, в данном случае, да, относились с уважением, потому что мы тоже делаем дело. Ну и для того, чтобы к нам относились с уважением, мы это дело должны предоставлять очень качественно и классно. Вот, поэтому я считаю, что в целом любой бизнес — это здорово, и мы большие молодцы, что мы можем помогать людям. Последнее время наш крымско-татарский бизнес, он меняется. И у меня есть ощущение, что он становится с таким женским лицом в большей степени. Насколько я права в этих своих наблюдениях и ощущениях? И как вам кажется, крымско-татарский бизнес, он с женским лицом или с мужским? Ну, честно говоря, я не думаю, что он или с женским, или с мужским. И то, и другое правда. То есть я вижу как успешных крымско-татарских мужчин, и очень уважительно отношусь к тому, что они делают. Также и очень много становится успешных крымско-татарских бизнес-вумен. И говорить о том, что кого-то больше, кого-то меньше, лично я этого не замечаю. Просто мне кажется, что женщины сейчас немножечко больше могут себе позволить развиваться, больше позволить себе какие-то другие роли. Да? И если раньше, я помню, как это было, много моих подруг выходили замуж, и они сидели подолгу дома, прям там до 10 лет, 7, 8, 9 лет сидят дома, да? То сейчас у меня прям есть несколько подруг, которые с нянями выходят на работу, ездят вместе с детьми, и они что-то делают, потому что хочется себя реализовать. Да. Когда это случилось, что мы стали позволять себе реализовываться в своих желаниях, своих интересах, то есть оставить ребенка. Ребенок для нас же всегда святое. Да, для женщины в принципе, и для крымских татар вообще. Да? И тут вдруг такой переход. Когда это случилось? Ну, я думаю, что не было какого-то такого прям щелчка. Вот вчера этого не было, и сегодня это произошло. Наверное, это... мир меняется. И мне кажется, что опять же, мы говорили о том, что многие смотрят и наблюдают. И вот сейчас, в век технологий, даже наблюдая в социальных сетях, что делает твоя знакомая или знакомая твоей знакомой, да, одна открыла салон, другая, допустим, занимается какими-то сладостями. Это все здорово. И те люди, в которых внутри есть потенциал, в которых живет вот этот, знаете, огонь, вот что-то сделать, что-то начать, они пробуют. У меня есть 2 мои приятельницы, девочки, которых я вообще никогда не представляла бизнес-вумен, но они открыли свое дело. И я знаю, что они наблюдали за другими девочками, и они наблюдали, абсолютно со светлой головой, да, с какими-то хорошими помыслами, и они решили, почему бы и нет, и я так хочу. Вот мне кажется, что сейчас очень многие, не знаю, хорошо это или, может быть, где-то не совсем, не всегда, мы как будто бы сравниваем себя с другими. А я тоже так хочу, и я тоже так могу.
Но здесь я бы призвала, конечно, особенно юных ребят, девочек, всегда как бы смотреть, что бы хотела я, а не что навязывает мне общество и что я вижу в социальных сетях. Потому что очень часто вот я хочу попробовать открыть свой бизнес. А у меня есть приятельница, которая супругу сказала: все, я буду продавать платья. Вот хочу. Он говорит: ну ты не сможешь. Вот почему? Вот моя же смогла, вот девочка, за которой я наблюдаю, проходит определенное время, ну, естественно, как бы, к сожалению, вот ничего не получается, потому что все равно нужна какая-то база, нужен опыт, да, и вот все-таки нужно трезво оценивать ситуацию и понимать, куда я иду и с какой целью, и насколько по времени я готов, да, идти. Потому что любой бизнес — это дело не одного дня и не одного и года. ресурсы, да. Причем не только материально, да. в первую очередь. Да. Да. Вы затронули тему ролей, да, что, скажем так, женщина в последнее время отказалась от каких-то привычных ролей, не то чтобы отказалась, да, сменила привычные роли, да, и надевает на себя другие образы. Что это за роли были раньше, какие сегодня это роли? Ну, помимо там женщина-предприниматель, бизнес-вумен. Нет, я хочу сказать, что первое, что я хочу сказать, что в любом случае сейчас, несмотря на то, что многие стали бизнес-вумен, семья у крымско-татарской девушки и женщины в любом случае на первом месте. То есть это не так, что, знаете, у тебя бизнес, все, у тебя дети не кормленные, к тому же ты не видишь. В любом случае, конечно, мудрая женщина, она всегда сделает так, чтобы и дети были накормлены, и, скажем так, свое дело тоже достаточно хорошо процветало. Да? Но в какой-то момент просто некоторые... Это зависит не от национальности, это зависит от темперамента человека. Кто-то уходит в работу с головой. Все. И для него настолько важно, знаете, как комплекс отличника, да, настолько важно сделать свое дело классно, что он забывает про семью, и что семья для него становится там на каком-то месте. Но для крымских татар, особенно для крымско-татарских девушек, это не совсем правильная позиция, потому что все-таки мужчина лидер, да, в семье. И если у тебя есть свой бизнес, нужно постараться сделать так, чтобы он не стал твоей семьей. То есть все-таки разделение, я считаю, что должно быть. И если мужчина бизнесмен, это вот мое такое суждение, да, то все-таки он немного больше, наверное, внимания может уделять работе. А если женщина бизнесвумен, то все-таки семья здесь играет первую роль. Интересно. По косвенным разным вопросам мы замечаем в нашем обществе, что происходит смена этих гендерных ролей, но параллельно мы замечаем другую историю, что женщины, выполняя функции совершенно другие, но тем не менее на публику транслируют то, что мужчины главы семей до сих пор. Нет, в данном случае, если говорить обо мне, я не транслирую, например, на публику. Я не про вас, да? Я вообще говорю про наше общество. Мое мнение такое, что все-таки в наших семьях должно быть вот такое вот. Мы должны придерживаться традиционных каких-то историй. Это опять же, да, это не значит, что вот там только там, мужчина главный, только он может зарабатывать. Нет. Естественно, я считаю, что и женщины, и мужчины могут зарабатывать и могут иметь свои бизнесы. Просто все-таки на женщине немножечко больше ответственности в плане семьи, в плане детей. Это а на мужчину? Мужчина не должен отвечать? Конечно, да. Все-таки, если дело касается деток, наверное, это больше женщина. Эльвира Ханум, мы не знаем точно тот момент, когда крымско-татарские женщины стали, скажем так, активной частью нашего бизнеса, нашего предпринимательства, но совершенно точно, что сегодня они его неотъемлемая часть. Да? Как крымско-татарские женщины поменяли, скажем так, наш крымско-татарский бизнес, и вообще в целом появление женщин в бизнесе изменило ли этот облик? Я думаю, что те направления, которыми сейчас занимаются женщины, однозначно оно стало гораздо лучше и интереснее, потому что у женщин особый подход к любому бизнесу. И мне кажется, это очень здорово, когда профессионалы берутся за дело. И даже если они не профессионалы, я знаю, что очень многие женщины, наши крымские татарки, они проходят различные курсы повышения квалификации, ездят по различным городам и странам, чтобы повышать свой уровень. И я считаю, что чем дальше мы вот таким же образом будем относиться к своей деятельности, тем все будем лучше и лучше выдавать продукт. Я опять вернусь
вернусь к нашему разговору с Айдербеем. Почему? Потому что одна его фраза меня так очень сильно зацепила. Да? Он считает, что когда женщина активна в предпринимательстве, активна в своей какой-то самореализации, да, она становится самостоятельной, независимой, и это очень меняет, скажем так, характер отношений, взаимоотношений в семье. Ваша активность, предпринимательская активность, повлияла ли это как-то на ваши отношения в семье? Ну, в целом я скажу, что нет, не повлияло. Ну, конкретно у нас, мы вместе работаем с супругом, поэтому нам легче. Но я иногда ловлю себе на мысли, что когда ты руководитель где-то, то ты иногда приносишь это и домой, и становишься руководителем дома. Здесь, мне кажется, очень индивидуально, и важно понимать, что работа руководителем и работа вообще бизнесменом, бизнесвумен — это еще и работа над собой. И насколько ты себя можешь правильно, скажем так, проявить среди друзей, со своей семьей, это зависит конкретно от каждого человека. Потому что я знаю людей, которые властны везде, а я знаю людей, которые слабы и достаточно лояльны также везде, да, и они, и тот, это бизнесмены. Здесь от человека все-таки зависит, но я думаю, что надо стараться объединять, скажем так, да, и семью, и работу, и чтобы и там твоей энергии хватало. А хватает вам? Хватает, да. Да. Семья точно не ущемлена в этом смысле, да? Прикольно. Ну, на самом деле это правда. Почему? Потому что вот этот вот баланс сохранить, это всегда самый сложный труд, не менее сложный, чем начинать какой-то новый проект, я так понимаю. А может даже и важнее. Да. У нас есть какое-то особое отношение к успеху, и быть успешным не только скажем так, в контексте самореализации, но и в контексте материальном, да, у нас вот воспринимается с тем самым подозрением, да, с тем самым каким-то особым отношением. Ну и встречная история, человек, который успешен в том числе и материально, у него сразу же возникают обязательства. Вот как, по-вашему, что значит быть успешным в крымско-татарском обществе? То есть насколько это легитимная история, и общество выдвигает ли какие-то требования по отношению к успешному человеку? Есть ли какая-то ответственность перед обществом у успешного человека? Ну, на мой взгляд, да, ответственность есть, потому что особенно сейчас в мире, где мы часто показываем нашу жизнь, как мы себя ведем, что мы делаем, какие у нас приоритеты, да, там, это даже в каких-то мелочах, куда мы ходим, с кем мы общаемся, где мы едим. Важные моменты мы передаем даже не ну, как бы, да, через какие-то наши экраны, через такое мироощущение. То есть как будто бы мы, люди, которые имеют свое дело, они показывают пример. Да? И я знаю, например, у меня есть девочки юные, которые следят за определенными блогерами, у которых есть там свой бизнес. Да, они копируют их, они делают так же, как они одеваются в те же одежды, они ходят в те же места, потому что есть определенный такой символ успешности для них, да, и они хотят быть на ним похожим. И для меня прям очень важно, когда я перед своими ребятами, да, юными, там, выполняю какие-то задачи или, например, там, назначаю собрание на определенное время, я стараюсь всегда приходить вовремя, потому что знаю, что они смотрят на то, как это делаю я. И мне кажется, такой важный момент, когда мы как бы задаем такой определенный ритм и правильность поведения в определенных моментах. Есть еще одна тема, которая, ну, я ее лично воспринимаю как такая личная, да, интимная сторона, скажем так, несмотря на то, что мы сегодня говорим про бизнес, бизнес и социальные проекты. Да? Это то, что мы вкладываем, скажем так, не в свое развитие, а в развитие общества. Я знаю определенно совершенно, что вы принимаете участие в разных этих социальных проектах, так или иначе, да, украшая либо своими, скажем так, своими проектами те или иные праздники, либо иным образом вы принимаете участие. Почему вы это делаете? Что для вас это участие? Почему важно бизнесу принимать участие в такого рода социальных инициативах? Ну, для начала я скажу, что есть категория людей в нашем мире, которые не могут позволить себе в данном случае, да, организацию какого-то мероприятия для ребенка и даже какие-то элементарные подарки на Новый год. И если у нас есть такая возможность хотя бы иногда помогать им с этим, почему бы и нет?
Да? И это мы делаем абсолютно искренне, от души. Что касается социальных проектов, вы знаете, я, как бы это, может быть, не звучало как-то, но я очень хочу, чтобы мы оставили след о себе, чтобы нами был доволен Всевышний. И если мы можем чем-то помочь, мы всегда за. И я уже говорила о том, что у меня так в жизни складывается, что если я где-то помогаю кому-то или если я делаю хорошие, добрые дела, не всегда это возвращается. И я живу такими законами, что это, как, знаете, такой бумеранг. Делай добро, и оно обязательно в тебе вернется. И вот, наверное, участие в социальных проектах для меня поэтому и такой важный момент. Мне хочется делать добро. В обращении к своим коллегам, да, к людям бизнеса, что бы вы хотели сказать вот в этом смысле, в этом контексте? Ну, в целом, если говорить о коллегах конкретно в моем направлении, да, то если есть возможность, конечно, помогать детям, помогать организовывать мероприятия, участвовать в социальных проектах максимально по возможности. Опять же, не у каждого есть такая возможность организатора, да, не всегда хватает ресурсов, не всегда есть на это время, но как только возможность появляется, пусть небольшой какой-то свой вклад нужно обязательно вносить, и я считаю, что это делать нужно от души, а не ради кого-то или ради чего-то. И тогда я уверена, что дело пойдет лучше. Что касается нашей сферы, это такая достаточно своеобразная сфера в том плане, что мы подточены не только для того, чтобы там исключительно зарабатывать. Да? Лично для меня то дело, которым я занимаюсь, когда кому-то очень нужно, я могу создать праздник и без оплаты. И когда я понимаю, что это будет действительно важно и во благо, сколько бы раз я это ни делала, обязательно возвращается. Вот абсолютно говорю серьезно. У меня даже недавно была ситуация, когда я знала, что семья достаточно своеобразная в финансах, и мы сделали праздник без оплаты для ребенка. И буквально через день к нам позвонила семья, мы устроили им праздник, и они ровно ту сумму, которая не смогла осилить семья предыдущая, они просто благодарили ребят. Да, это просто феномен. Ну, для меня это, в принципе, для меня это уже не удивление, потому что я так и живу. Вот у меня так и получается. А если говорить о вообще социальных проектах, я достаточно часто стараюсь принимать участие в различного рода мероприятиях для детей. Это различные детские дома, это центры, это больные детки. Мы вот на Новый год очень часто, на какие-то детские праздники, День защиты детей, у нас прям целый день расписан. И мы... Очень сложный, кстати, для нас день, когда мы ездим вот к больным деткам, когда есть такая вот... скажем так, для нас, когда мы такие активные, приезжаем с эмоциями, с энергией, играть с детьми, а детки иногда даже поиграть с ними не могут. И для нас это и для меня очень такой тяжелый шаг, но мы это делаем, вот честно скажу, нет какой-то там цели, чтобы нам сказали спасибо или там нам диплом дали. Нет. Мы это делаем, потому что я знаю, что это нужно делать, и мы действительно это делаем от души. И я считаю, что это очень важно, и тем более для детей. Если бы я вас попросила составить портрет крымско-татарского предпринимателя, да, какие бы черты вы выделили в этом портрете, да, что бы вы добавили, что бы вы убавили, как вообще бы выглядел этот портрет крымско-татарского предпринимателя? Ну, я однозначно скажу, что мы очень активные. Я обращаю внимание на то, как ведут свои бизнесы мои приятели, друзья и просто знакомые люди. Да? Это вообще бизнесмен — это очень активный человек, который ставит четко задачи, который старается их выполнять. И если говорить именно о крымско-татарском бизнесмене, то мне кажется, женщина от мужчины немножечко отличается. Да. Давайте подробнее на эту тему. Если говорить об общих чертах, да, то в любом случае это активные люди, это общительные люди. Женщины, опять же, если говорить о моей сфере, то мы более терпимее, наверное, да, мы более лояльнее и более понимающие. Вот у нас даже была ситуация, когда есть, например, вопрос
вопросы, которые нужно решать с клиентами. И я обращаю внимание, как администратор-мужчина их решает, и как их решает администратор-женщина. Да? Разный подход? Да, это разный подход. И мы же по-разному мыслим, да, и мы по-разному выстраиваем свои отношения. И как это в жизни, так это и в бизнесе. И когда нам нужно о чем-то договориться, конечно, это зависит все-таки от темперамента человека, не от его национальности, да, от его каких-то внутренних качеств. Но я обращаю внимание, что когда нам нужно договориться, мужчина ведет себя более четко, и там какие-то у него есть вот так. Без компромиссов? Да. Женщина все равно идет на какие-то уступки и более лояльна к некоторым вопросам. На мой взгляд, это так. Продолжая тему женского мужского в бизнесе, есть еще какие-то черты, да? Крымско-татарская женщина предприниматель и крымско-татарский мужчина предприниматель? Да, вы знаете, я вам скажу важный момент для меня, да, откровенный, да. Я очень долгое время со всеми всегда разговаривала на «вы». Особенно это было, когда я только выпустилась из университета, и я вообще не понимала, как можно с человеком говорить на «ты», с любым. Я думаю, что во многих семьях у нас, да, крымско-татарских, принято очень уважительно относиться к человеку, и мы называем на «вы» даже человека, который с тобой, там, допустим, одного возраста, но ты его не знаешь. То есть какое-то вот такое уважение, да. И наверное, одно из качеств у меня и у многих женщин, девушек крымско-татарских, это вот такая какая-то... наверное, скромность где-то, да, может быть, где-то какие-то небольшие барьеры у нас есть. Да, сдержанность. И иногда мне даже хотелось как-то там эмоционально высказать свое мнение или где-то очень активно себя проявить, но внутренние мои какие-то такие, знаете, зажимы или какие-то моменты из детства не всегда мне давали себя проявить. Это мешает теперь для вас, как для предпринимателя? Я вам скажу, что лично в моей сфере нет. Конечно, когда это уже выходит немножечко на другой уровень, как сейчас у меня, да, я со всем этим работаю. И я спокойно принимаю все свои минусы и стараюсь превратить их в плюсы. Конечно, это не так легко. Те проблемы или те какие-то травмы небольшие детства, сейчас их, скажем так, изменить и сделать для себя каким-то, наоборот, да, каким-то важным фактором, который изменит тебя к лучшему. Но я считаю, что если захотеть себя поменять, это все возможно. Подождите, это вопросы воспитания, необходимости сдерживать свои эмоции, быть таким олицетворением целомудрия и такого беспрекословного выполнения. И когда вы выходите во взрослую жизнь, приходится бороться с этим, чтобы выжить, скажем так. Я скажу так, что в каждой семье это все-таки по-разному, да? В целом. Да. Мы сейчас говорим так про общий портрет. Мне кажется, да, но это я не рассматриваю, что это плохо. Мне кажется, что это даже отчасти нам помогает. И когда ты не выпячиваешь какие-то свои достоинства, или когда ты не говоришь везде «я лучше, я это сделаю хорошо». У меня вообще, например, нет традиции спрашивать: «А как вам понравился праздник сегодня?» А вот как? Я не люблю этого. Я считаю, что как-то в этом плане нужно быть более скромным. Если ты сделал хорошо дело, тебе человек сам скажет. Да? Хотя я прекрасно понимаю, что опросы какие-то, да, понравилось ли вам, да, что это очень важно. Но я считаю, что в данном вопросе просто делай свое дело классно, четко и хорошо, и всегда человек тебе об этом скажет сам. Это и есть, наверное, какая-то внутренняя, может быть, скромность, да, как вы сказали, или какой-то такой сдержанность, наверное. Есть ли еще какие-то черты, которые нам прививают с детства и которые сегодня вам, как предпринимателю, да, или какому-либо другому предпринимателю мешают, да? То есть такие традиционные штуки, которые тормозят нас, а могли бы, скажем так, мы могли бы быть более успешны, скажем так, или быстрее достичь какого-то результата, если бы не было этих преград? У нас часто бывало у меня вот так, да, что когда взрослые говорят, молчи, или, допустим, да, не задавай много лишних вопросов, или как-то когда сидят взрослые, отойди, тебе нельзя. И, возможно, мы это немножечко переносим в нашу взрослую жизнь. Да? У меня было одно очень большое мероприятие, прям крупное мероприятие, и там были достаточно серьезные
родители именинника, и у меня была с ними встреча. Они были гораздо старше меня, и я должна была там полчаса с ними обсуждать вот это все наше грандиозное мероприятие. Я, как организатор праздника, обсуждаю с ними, как с родителями. И мне настолько было тяжело, я даже физически, у меня прям пот выступал, и я, конечно же, внешне этого старалась не показывать, но для меня они взрослые люди, а я здесь диктую, как мне нужно. Ну, это было в начале моей, скажем так, карьеры, и мне прям это было очень тяжело. Я тогда пережила такой стресс, я потом уехала на 2 часа вообще от людей, чтобы немножечко прийти в себя. То есть, и сейчас уже с высоты своего полета я понимаю, что тогда это просто какие-то внутренние моменты, которые, да, с которыми я боролась, что со временем я смогла с этим справиться, и в принципе сейчас... Ну, вы не первые, кстати, об этом говорите, когда авторитет возраста подавляет, скажем так, знания, да? Тебя как специалиста. Это вообще не имеет значения, да. То есть все зависит от поля, в котором вы находитесь. Если это ваше профессиональное поле, то, мне кажется, здесь не должно быть понятия такого и каких-то... Ну, это понимаешь со временем, да, когда ты только вступаешь в ряды организаторов, как в моем случае, или бизнесменов, то есть ты чему-то учишься, и со временем научился, и уже действуешь совсем по-другому. Кстати, какой была реакция вот этих самых родителей, скажем так? Да. Мы нормально восприняли вас, молодого специалиста, грубо говоря? Я вам хочу сказать, что это какое-то было всегда волшебство. Мне очень часто говорили люди о том, что вы такая воспитанная, и вы такая аккуратная в плане, да, то есть вы не навязываете нам какие-то, там, чтобы побольше заработать, какие-то услуги, да, и вот это, наверное, какая-то моя, как это правильно сказать, что вот воспитание наше, да, более скромно, спокойно преподнести, но все равно получалось, что они вот делали грандиозные праздники, даже несмотря на это. И вот, кстати, с этими клиентами, о которых я говорю, мы 6 лет подряд мы им делали праздники. Ну, это показатель, да, того, что в целом встреча была успешна. Игорь Ханум, последний на сегодня вопрос, совершенно определенно, я больше не буду вас мучить. Мы, политологи, есть у нас такая привычка смотреть на общество под определенной такой своей искаженной немножечко, да, такой оптикой, да. Я знаю точно, что у предпринимателей свой взгляд на общество, да, и мы по-разному можем иногда это видеть, да, и мне хочется немножко синхронизировать, насколько мы одинаково видим наше общество, да, какое оно, да, вот с точки зрения, если вы выйдете из парадигмы продавец и покупатель, да, то каким вам кажется наше общество, да, то есть на какой ступени развития, мы скажем так, да, мы потребительское общество, мы созидающее общество. Какое? Ну, я считаю, что мы все-таки созидающее общество. И наша основная задача максимально оставить после себя добрый и хороший след. И я считаю, что если каждый, кто занимается каким-либо бизнесом, каждый, кто занимается каким-либо делом, будет в это дело вкладывать душу, максимально стараться не только, скажем так, с точки зрения финансов, да, себя обогащать, но также обогащать свою душу, также стараться людям помогать и выдавать качественный продукт. Я сегодня много об этом говорю, потому что для меня это важно во всех сферах. То тогда и общество станет лучше, и мир будет... скажем так, светлее и добрее. Ну и вообще я приверженец такой теории, что что ты носишь в себе, так и отражается мир вокруг тебя. То есть какие мы есть, что мы хотим по отношению к себе, такие и люди вокруг. Поэтому давайте быть добрее и давайте уважать и ценить труд друг друга. Добро меняет мир. Да. Чох сагмус, это был приятный разговор. Сагмус.